Музыка — это застывшая гармония, искусство выражать невыразимое. Именно она может поведать о том, чего трудно выразить словами и чего не постичь разумом. Ее область — нечто неуловимое, неосязаемое. На языке музыки дано разговаривать не каждому. Это особый дар. Но наш журналистский дар заключается в том, что мы тоже умеем уловить неуловимое, потому что поймать вечно занятого с напряженным графиком работы музыканта — тот еще дар. В эфире программа «Якутия Лайф» и я, Ирина Ефимова, с удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя, дирижера театра оперы и балета имени Сарона Маллона и руководителя оркестра народных инструментов Арктического государственного института культуры и искусств Николая Пикутского. Здравствуйте, Николай Владимирович. Ну, действительно, вы занятой человек, было трудно вас вырвать из вашего графика. Недавно вы вернулись с гастролей. Да, недавно наш театр оперы и балет вернулся с больших гастролей. Это по городам Приволжья, Казань, Уфа, Йошкар-Ола и Ульяновск. Там представили несколько наших спектаклей. Это «Лебединое озеро», детский спектакль «Чиполлино», мюзикл «Калейдоскоп иллюзий» и эксцентрический балет «12 стульев». Вот, ну, во всех городах практически мы имели большой успех, полный зал, овации, хорошие отзывы. Цель этой поездки была, первое, то, что мы хотели показать себя, наш театр, чтобы мы стали узнаваемыми. Всегда гастроли, они мотивируют артистов. Вот. Ну, мы имели достаточно большой успех. Вот. И в этом году у нас тоже планируются гастроли в другие города. Не сомневаюсь, что вы имели успех. А вообще, насколько сложно совмещать? Вот я даже так понимаю, что вы и в институте работаете, и в оркестре. Ну, конечно, основная доля работы моя — это театр оперы и балета, там основная рутина там, а в институте я стараюсь делиться своим опытом со студентами. У меня здесь студенческий оркестр народных инструментов. Вот, как бы немножко отвлекаюсь от театра. То есть и театр в удовольствие, и преподавание тоже в удовольствие. Иногда хочется отвлечься от театральной рутины, заняться чем-то другим. Вот у меня есть, как говорится, вторая душина. Ну, это вот как говорят, что лучший отдых — это смена деятельности, да? Да, смена деятельности, здесь немножко другая атмосфера, другие цели, задачи. Вот, и мне это интересно. Говорят, что известный российский дирижер Валерий Гергиев дирижирует обычной еле заметной зубочисткой. Еще говорят, что он с таким же успехом мог бы дирижировать китайской палочкой для еды. И от этого игра в оркестре не становится хуже. Вот вы чем дирижируете? По поводу зубочистки как-то резко, может быть, сказано, но Валерий Беславович великий маэстро, великий музыкант, у него потрясающе звучит всегда оркестр, у него потрясающие своеобразные трактовки. Но он нашел немножко свой стиль дирижирования, свою манеру. Ну, я дирижирую палочкой, обычной дирижерской палочкой, хотя это не принципиально, можно дирижировать и без палочки. Но вообще хочу сказать, что существует в России несколько основных школ. Это Ленинградская школа, ее основатель Мусин, и Московская школа, основатель Геннадий Рождественский. Илья Мусин, извините, и Геннадий Рождественский. Вот. Но, как говорил римский-корсаков, дирижировать дело темное. То есть каждый дирижер, он очень индивидуален. То есть, конечно, есть определенные моменты, определенные традиции дирижерские. Да, в первую очередь, дирижер, что это? Он управляет оркестром, коллективным музыкальным исполнением, вдохновляет музыкантов. Вот. Ну, для чего нужна палочка вообще? Как бы палочка, она удлиняет руку дирижера. Вот, по сути дела, ее размер должен быть от локтя до кончика пальца. Вот она должна быть белого цвета, чтобы она была видимая. В опере это очень важно, потому что дирижер, он стоит в яме, он дирижирует оркестром, он должен видеть весь оркестр. И должен быть хор, должны видеть солисты. Поэтому палочка, она немножко более привлекает внимание. Для чего нужна палочка? В первую очередь это влияет на ансамбль, чтобы все пели вместе, играли вместе вот, и танцевали. Конечно же, я не всегда дирижирую палочкой на каких-то моментах, где нужно что-то сказать о сокровенном, о чем-то таком искреннем. Я ложу палочку на пульт и показываю это руками. Ну, во-первых, палочка — это неодушевленный предмет. Руками, вот, и, как говорится, то, что у тебя на сердце, более на эмоции, это можно передать более продуктивнее, чем палочка. Палочка, она больше такая техническая, для ансамблевого плана. Сейчас вот настолько уже много стало ярких дирижеров, и все это меняется, все. Я вот учусь тоже вот у многих дирижеров интересных, вот просматриваю, там, допустим, даже видео, или хожу на концерты, когда бываю в Москве или Санкт-Петербурге.
Вот настолько сейчас усовершенствовалась эта школа, и сейчас меняется репертуар, он становится более современным. Все меняется в мире. А когда вообще появились дирижеры? Вот раньше же музыканты как-то обходились. Раньше не было дирижера, был ведущий или скрипач, да, первая скрипка. Вот, потом появилась этот бас-генерал, вот этот именно все слушали бас, ориентировались. Потом появилась батута, жезл. Вот. Люли, кстати, себе проткнул ногу и от этого, к сожалению, умер. Да, было заражение ноги. Вот. А потом такой великий скрипач-дирижер Шпор 18 века, немецкий, он придумал дирижерскую палочку. Но он стоял спиной к оркестру и лицом к публике. А вот реформатор оперный Рихард Вагнер, великий, он развернулся лицом к оркестру и спиной к публике. Вот отсюда пошло уже от него, это по сути дела, это дирижирование спиной в зрительный зал. И отсюда пошла дирижерская палочка. А какие-то интересные случаи были у вас, вот, связанные с дирижерской палочкой именно? Забавные, может быть? Да, были случаи, ну, буквально даже это недавно произошло на каком-то спектакле, буквально месяц назад. Я в таком был эмоциональном порыве за пультом, что не рассчитал длину палочки, она зацепилась немножко за пульт, вылетела у меня из руки, вот крутилась долго, зрители даже это заметили, и воткнулась там на краю сцены. Как-то вот очень удачно, так, как шпага. Это было очень забавно, да. Это прямо во время спектакля было? Да, во время спектакля. Вот, но у меня была запасная палочка, я продолжал запасную палочку. А сколько их вообще у вас? Дело в том, что у нас 4 дирижера в театре, и все оставляют свои палочки на пульте. Вот, но моих личных 2 лежит, вот, поэтому в запасе всегда достаточно. Все оставляют на пульте свои палочки. А вы сказали, она белая, она из чего? Пластиковая или? Да, она пластика, она очень гибкая такая и заостряется вот к кончику, ну, чтобы вес распределить на кисть, в основном вес, на ручки. Мгм. Ну, их по заказу делают, наверное. Да, по заказу, да. Это прям как волшебная палочка. Ну, есть специальные магазины в Москве. Я когда приезжаю в Москву, я всегда в эти магазины направляюсь. Я знаю, что там будет, я себе подберу. Причем палочки разной длины, одна покороче, другая подлиннее, то есть на все случаи, как говорится. Ну, если вы говорите, что это как продолжение руки, и она должна- Ну, иногда нужно просто, чтобы это было легче. Вот музыка требует вот более такого легкого жеста и такая тяжелая палочка. А иногда в таких массивных фрагментах, там, где нужно, чтобы тебя все видели, все вот это, иногда нужно палочка-то подлиннее. Ну, то есть это все равно в своем роде какой-то магический немножко инструмент. Ну, по сути дела, да. Дирижер, по сути дела, его задача не просто дирижировать, а, во-первых, воодушевить еще раз весь коллектив и добиться того, чтобы от коллектива была отдача, чего-то такого сокровенного. Ну, то, что словами не передать, это все должно быть только вот чувствами внутренними, музыка. И чтобы это уже то, что отражает оркестр, это чтобы почувствовали зрители. Насколько зависит успех концерта, успех спектакля от зрителя? Ну, знаете, иногда я себе задаю вопрос, это тоже, потому что я задаю себе постоянно, даже практически перед каждым выходом, что моя задача, вот я стою спиной к зрителям в оркестру, я чувствую, как они реагируют, я чувствую, когда тишина в зале, идеальная тишина, вот, и я считаю, что мы на правильном пути, у нас получается. Когда уже что-то пошло, какие-то отвлечения, значит, что-то мы не то делаем. У меня такое ощущение. Но опять же, зависит от уровня подготовленности публики, тоже зависит. Вот. Ну, по сути дела, у нас практически чаще всего приходит подготовленная публика, меломаны, любители опер, любители балетов. Вот. Они уже знают, они разбираются. Вот. Приходят на один состав солистов, на другой состав солистов. Вот. И в последнее время, ну, может быть, благодаря пушкинской карте, мы видим очень много молодежи. И она тоже очень внимательно смотрит и слушает. Но зрителя нужно воспитывать? Конечно. А это наша главная миссия. Это главная миссия. Не только подстраиваться под вкусы и желания зрителя, но и его как-то еще и воспитывать. Вот. Ну, я вижу, что в последнее время зрителям нужно что-то такое яркое, динамичное. Такое. Ну, вот у нас сейчас для этого поставлена Сильва в репертуар. Вот сколько уже 10 спектаклей прошло, у нас Сильва на самый популярный спектакль на сегодняшний день. Это оперетта. Но не хотелось бы, чтобы классика в этом отношении проигрывала. И Пучини, его прекрасные оперы, богема, и прекраснейшая музыка.
и Часан, к примеру, да, или Чайковская оперы, знаменитый там Евгений Онегин, к примеру, Римский-Корсаков, «Царская невеста». Вот. Но я помню, что раньше зрители на эти спектакли ходили. Ну, в этом году мы планируем это в постановке. Будем надеяться, что мы зрителей увидим вот, на этих шедеврах мировых. А приходилось ли вам когда-нибудь выступать перед публикой, ну вот совершенно неподготовленной? Ну, был такой случай, когда дирижер заболел, и я, по сути дела, вышел без единой репетиции оркестровой и с балетом на балет «Щелкунчик». И вот у меня была одна ночь подучить партитуру и выйти. Ну, был такой случай. Один. Ну, стресс, конечно, был колоссальный, но когда выходишь не на свой спектакль, первый раз причем, первый раз, вот был такой, это где-то лет 10 назад. Ну, в практике дирижера всякое бывает. Вот был такой случай. Дирижер, ну, может быть, со стороны кажется, что это все легко, просто там дирижер, ну, там что-то машет палочкой, ну и машет себе, что там такое. Ну, что там сложного? Пусть он там в шахту, да, побыть шахтером и сравнит, да, две профессии. Ну, вот, допустим, продирижировать князя Игоря, когда вот стоишь за пультом там, да, больше 4 часов, где-то теряешь больше 5 килограмм. То есть идет большая очень нагрузка психологическая на тебя и физическая. Вот. Как шахтер теряет за сутки. Потом дирижер, он очень сильно ограничен во времени в личном. Потому что дирижеры каждый день это работа с оркестром, с хором, с солистами, с балетом. Это еще один момент. А второй момент — это его подготовительная работа личная. Это работа с партитурой. Вот такая партитура, может быть, несколько томов, ты должен ее изучить досконально, потому что прежде чем выйти в коллектив, ты должен знать, что ты от них хочешь. Вот. И как от них добиться сокровенного. Поэтому очень детальное изучение партитуры отнимает очень много времени. Причем, если я дирижирую «Лебединое озеро» уже раз 20, я не пытаюсь остаться в той же трактовке, которая была на первом спектакле. Я пытаюсь улучшать. Я что-то нахожу новое. Прихожу к оркестру, ну, мне бывает иногда реплики: ну, Николаевич, ну мы же уже 100 раз играли. Я говорю: ребят, я хочу по-другому сыграть. Вот чтобы здесь было так, а здесь было так, здесь было так. То есть мы же с вами артисты, мы должны ходить, краски разные всегда. Ну, как бы я всегда стремлюсь искать новые краски. Очень много зависит от самого дирижера. Он стоит за пультом, он главный, он управляет оркестром, он с ними готовит, с музыкантами, репетирует. Вот. Поэтому, по сути дела, все разные дирижеры, они по-разному слышат, по-разному еще раз интерпретируют, предвидят это произведение и передают. Поэтому вот в этом отношении не может быть одинаково. А насколько важно для дирижера знать коллектив, вот, с которым ты работаешь? Ну, дирижер, конечно, он в первую очередь не только тот человек, который просто стоит за пультом и дирижирует оркестром, да, на него ложится очень большая ответственность. Во-первых, коллектив, он состоит из музыкантов, из людей. Каждый имеет свой характер, психологию, свои особенности. И, конечно, дирижер это должен тоже знать каждого музыканта, его характер. Потому что дирижер, в первую очередь, не только музыкант, он еще и педагог и психолог. Тут очень много этих моментов, которые между собой очень связаны. Вот поэтому, конечно, знать музыканта внутри оркестра — это очень важно. Это необходимо дирижеру. Знать коллектив свой, каждого человека. Но вот приходилось же вам, наверное, дирижировать, ну, не своим коллективом, там, как приглашенный дирижер где-то. Я работал с оркестром Тихоокеанской филармонии в Владивостоке. У меня было по-моему, 2 или 3 выезда. 3 выезда было, да. Вот. Ну, я пришел, да, влился в новый коллектив. На первой репетиции я уже нашел со всеми контакт. Тут очень важно как бы найти контакт с людьми, с новым коллективом, и чтобы от них уже был такой творческая отдача. Это очень важно. Вот. Ну, там получилось у меня было 3 проекта с Тихоокеанским оркестром. Это у нас был совместный проект «Саха», опера и Дальний Восток. У нас «Фигаро» на Дальнем Востоке был проект. Потом также я выезжал, там ставил другие свои проекты. И также у меня был был выезд в Новосибирск с Новосибирским филармоническим оркестром. Вот я там дирижировал, кстати, была премьера камерной симфонии Кирилла Герасимова, нашего композитора, который имел там большой успех. Вот. Ну, тут важно, да, ты приходишь в новый коллектив, и очень важно, конечно, сразу найти контакт с ними. В принципе, есть вероятность, что может и не сложиться контакт. Ну, у меня сложилось, то есть не было таких проблем. Все. Конечно, да, в новый коллектив всегда надо как-то войти. Вот. Ну, главное, чтобы от чего зависит? Главное, чтобы брать профессионализмом, брать опытом, вот, и
требовать от коллектива то, что необходимо, и ничего лишнего. Ну, сравниваешь всегда со своим оркестром привычным? Ну, конечно, сравниваю, да, сравниваю. Там, в каждом коллективе есть свои большие плюсы, есть свои минусы. Вот. Ну, скажем так, что, ну, конечно, все коллективы отличаются, все разные. Во-первых, у всех разный репертуар коллективов, разные руководители, разные условия, инструментарий разный. То есть очень много моментов, от которых это зависит. Ну вот вы говорите, что дирижер каждый раз интерпретирует по-своему, да? То есть вот насколько здесь первично все-таки задача донести то, что хотел сказать композитор, и сколько можно там процентов своего привносить? Да, ну конечно, в первую очередь дирижер, он, как говорится, посредник, да, между композитором и коллективом, да, слушателем. Вот. И, конечно, в первую очередь дирижер стремится и обязан передать все намерения композитора, который вложил свое время, жизнь в свое творчество. Вот, конечно, в первую очередь надо передавать его замысел, вот, то, что он хотел. Да? Но если, к примеру, взять это опера и балет, это спектакль, это постановка. Сюда еще внедряется режиссер, сюда внедряется художник. Вот, поэтому, чтобы не получилось так, что каждая лямку на себя, мы делаем один цельный спектакль, чтобы понравился зрителю. Поэтому где-то приходится корректировать в плане темпов. Вот, допустим, композитор один темп, ты, допустим, может, берешь здесь быстрее, а здесь медленнее. Вот это, опять же, связано с постановкой. И мы, опять же, думаем же о современном зрителе. Динамика жизни меняется. Сейчас век информационный. Да? Может быть, те темпы, которые были в прошлом веке, сейчас они уже как бы немножечко требуют более динамичный, более вперед, как говорится. Да? То есть раньше композитор, он в свое время писал, композитор, на то время. А сейчас, допустим, да, если мы играем Бизе, там, допустим, Моцарта, сейчас может быть немножко динамика другая, что жизнь меняется. Поэтому в этом плане, да, вот дирижер немножко вот как бы в соответствии с постановщиками мы договариваемся и вот делает свое видение партитуры. Вот, что мы все-таки сейчас зависим от нашего зрителя, мы стараемся делать спектакли для него, чтобы ему понравилось. Чтобы зрители пришли, заплатили деньги после работы, уставшие, отдохнули морально и получили большое удовольствие. По сути дела, мы должны разбираться, чувствовать стили, да, что в то время, как жили эти композиторы, чем они переживали, что было в то время, на то время главное. То есть, по сути дела, да, если мы играем Моцарта, то мы должны как-то это прошлое время передать нашим зрителям. И сейчас вот современные постановки, допустим, они трактуют на новый современный лад. Эти эксперименты нужны, они интересны. Во-первых, сейчас театрам нужно выживать и зарабатывать эти кассовые спектакли. Но, конечно же, самое главное, это наша миссия, это для театра оперы и балета классика. Мы обязательно должны иметь в репертуаре и Пучини, и Леонковала, и Моцарта, и Римского-Корсакова, и Чайковского. Это главная наша миссия. Ну, мы экспериментируем, разбавляем еще частично вот в этом жанре. Ну и вот и вам лично интересно именно в театре работать, да? Именно? Ну, так сложилась жизнь, что моя жизнь, я уже работаю больше 15 лет в театре, я работаю в основном в театре. Мне нравятся балеты Прокофьева, Ромео и Джульетта, балет Спартак. Мне нравятся оперы Пучини, Богема, Часан, без которых, в принципе, я уже не могу жить. Лебединое озеро. Это все мое. В театре же дирижер работает не только с симфоническим оркестром, он работает и с хором, и с солистами операми, и с балетом. То есть это ежедневный труд с разными коллективами, очень большой, титанический. Мне это очень интересно. Ваш инструмент какой? Ну, так сложилось, что я родился в Сангарах, Кобельском улусе, да, вот. И в свое время так сложилось, что вот у меня у деда была гармошка. Вот. И меня с 6 лет она чем-то привлекала, я ее вот из чуланчика вытащил и на ней начал заниматься. Гармошка, в смысле баян? Она такая гармонь. Да. Я там начал подбирать, там все такое. Потом дед говорит, вот купите родителям моим ему баян, пусть он занимается. Они меня отдали в музыкальную школу. Там была музыкальная школа? Да, у нас была музыкальная школа, да, было хорошо развито народное отделение. Там был оркестр, на который я сходил практически с ума. Я его очень любил и был очень разочарован, когда он быстро заканчивался. Вот, то есть еще с малых лет меня привлекал оркестр. Вот, по сути дела, баян это же, простите, оркестр. У него есть левая клавиатура, есть правая клавиатура. То есть, по сути дела, в баяне вся фактура оркестровая. Бас, аккомпанирующая, фигурация ритмическая, да, гармония, педаль. То есть все функции фактуры там в нем есть. Поэтому, по сути дела, я уже с детства
к этому уже начал привыкать. То же самое, как пианист. Потом баян сейчас, современный Юпитер, он имеет колоссальные возможности. На нем можно играть органные прелюдии, фуги Баха, сонаты Гайдна, сонаты Скарлатти. Ну, как бы и было раньше такое, да, что вот, ну, что там баян, только в переходе. Нет, сейчас это совсем другой инструмент, совсем другие возможности. Времени у меня, у меня сейчас после времени на баян практически нет. Это в большей степени от случая к случаю. Вот, ну, иногда вот хочется развеяться, вот, отвлечься вот, и поиграть на инструменте. Вот, поэтому я с нашими студентами вот иногда вот в плане, в качестве ансамблиста участвую. То есть просто для души, что? Да, для души. Потом я поступил в музыкальное училище. У меня были педагоги Радомир Борисов, известный баянист, и Николай Иванович Кисленко. Он на то время был дирижером театра опербалета. Я первые азы как дирижера получал у него. По сути дела, он меня и направил на этот путь дирижирования. Он говорит, надо тебе этим серьезно заняться. Вот. И я получил квалификацию как дирижер Народного оркестра в училище. Вот. Потом поступил в Дальневосточную академию искусств. Там закончил как баянист и как дирижер Народного оркестра. Вот. Но приехал в 2000 году в Якутск, начал здесь работать в институте, организовал оркестр, который сейчас уже 20 лет. Мне этого было мало. Мне нужен был симфонический оркестр, потому что там больше возможностей, больше все. Театр меня никак не оставлял в покое. Я туда пошел вот, и поступил в 2007 году в Нижегородскую консерваторию к народному артисту, главному дирижеру и художественному руководителю Нижегородского академического симфонического оркестра. Вот. И я у него получил уже вот эти вот уже азы, как оперно-симфонический дирижер. Ты учился у него. Ну и с 2007 года я работаю в нашем театре. И мне в этом отношении повезло, то, что вот обычно молодые дирижеры приходят в симфонический оркестр, они не имеют никакого опыта, их могут просто, ну, просто не принять. Вот, а у меня уже был достаточно 5-летний опыт, и достаточно, я уже серьезный полотна делал с народным оркестром, я пришел в театр, у меня уже было, как говорится, я уже на 3-й ступеньке стоял. Вот. Но когда я поступил к Скульскому, я понял, что я вообще ничего не умею делать и ничего не умею дирижировать. Вот, и, конечно, это образование мне дало большой толчок. И я считаю, что мне с преподавателем в моей жизни повезло здорово. А вот когда вы ставили оперу «Юко и Аннекен», юкагирский сюжет, вы в интервью говорили, что вам при работе помогло то, что у вас есть юкагирские корни. И при знакомстве с партитурой музыка сразу оказалась по душе. Да, у меня есть юкагирские корни по материнской линии. Мама моя с Черского, вот, а моя бабушка, прабабушка, вот они имели, вот, прадед у меня, получается, был юкагир. Вот, и оттуда есть. Сколько у вас там кровей? Ну, у меня есть, да, второй дед у меня был белорус, вот, и у него есть польские корни. Поэтому так получилось, что у меня много крови течет. Да, вот был, когда вот мы стали Юко Аннеке, режиссер, кинорежиссер знаменитый, да, Костас Марзан. Вот, ему нужно было принять решение с одним из актеров посадить его на стул. Накануне мне приснился стул
Стул, да, и я прихожу на репетицию там буквально через день, и художник предложил режиссеру 3 варианта, 3 стула. И именно этот стул, который мне приснился, оказался на репетиции. Вот как-то было. Может быть, это какое-то случайное совпадение, но не знаю. Вот. И режиссер спрашивает: ну вот смотри, 3 стула, тебе это нравится? Я говорю: мне приснился. Поэтому тут уже без вопросов. Ну не знаю, это может случайность, может быть что-то там сверху. А вообще бывает у вас вот такое? Ну, как бы, знаете, люди делятся на тех, кто знаки замечает и обращает на них внимание. Ну, то есть знаки, они есть у всех на самом деле. Просто кто-то их видит, кто-то... Вот, знаете, не обращаю внимания, честно говоря. Вот был вот один такой случай просто. Вот, Невозможно было не обратить внимания, да, потому да, что стул да. показали вам во сне. Обычно вот не обращаю на это внимание. То есть вот, может быть и стоит, но пока не обращал. Давайте от театра отвлечемся немножко на преподавание. Да? У вас очень такой длинный список преподаваемых дисциплин. А какой предмет, как для доцента, самый? Ну, здесь, конечно, у меня в первую очередь это мой родной коллектив оркестр народных инструментов. Я уже с ним работаю 20 лет. Ну, конечно, у нас... А состав поменялся же за эти 20 лет? Да, он же все-таки не профессиональный коллектив, он студенческий, поэтому у нас постоянно составы меняются. Но есть, конечно, определенный костяк, определенные музыканты, это преподаватели нашего института, да, которые постоянно играют, и некоторые приглашенные музыканты, там, симфонического оркестра, к примеру, некоторые преподаватели с музыкального колледжа. То есть это костяк, который 20 лет играет в этом оркестре. А в основном это, как говорится, конечно, оркестр. Да. Вот. Ну и дирижирование. Главный предмет. Я делюсь своим опытом с нашими студентами. Вот. Причем я преподаю не именно по симфонической линии, потому что я симфонический дирижер, там можно больше добиться, больше ему научить по симфоническим партитурам. Сейчас вы над чем работаете? Вот сейчас мы работаем, у нас ожидается премьера мюзикла для детей «Бременские музыканты». Очень достаточно такая яркая динамическая музыка, очень большие подвижные солисты. Ну, то есть детям скучать, я думаю, не придется. Одна из брендовых наших опер, да, вот вообще, это «Нюргун Ботур стремительный» Жиркова-Летинского. Вот, у нас сейчас планируется новая постановка. Сейчас на данный момент идет корректировка партитуры. Вот, ну, то есть в той предыдущей партитуре, в ее звучании были некоторые недоработки вот, именно в инструментовке. Вот сейчас это все делается, переделывается к новой постановке, но я не могу все рассказать, это коммерческая немножко тайна. Вот, то есть мы планируем сейчас вот этот новый Нюргун Ботур в новой постановке, в новой версии, в новом звучании. Вот. Ну, чтобы было конкурентоспособно, это, конечно же, в первую очередь это должна быть соответствующая вот, правильная инструментовка, партитура. И чтобы она была удобна для наших солистов написана, по тесситуре звучания, по голосам, чтобы не было очень низко там, или очень высоко. То есть вот эти моменты должны быть учтены, чтобы вот именно наши солисты звучали вот в этой инструментовке. Вот это очень важно. Сейчас над этим мы работаем. Ну, конечно же, и качество исполнения. Потом стоимость, конечно, постановки. Ну, тут и декорации должны быть достаточно богатые, и костюмы в этой опере. Вот, то есть это надо вложиться. Как говорится, искусство требует жертв. Да, то есть тут нужно хорошее вложение, и как бы у нас цель сделать эту оперу брендовой и поехать в Москву, это же нигде нету. Этого же нет, это уникально. Это особенно. И у нас планируется даже постановка в Большом театре через год. Ну, будем надеяться, что у нас все получится. Мы станем конкурентоспособными и сделаем это все очень на высшем уровне. Конечно, для музыкантов очень важна акустика. У нас город очень культурный, у нас очень много театров, у нас есть филармония, у нас есть театр оперы и балета со сложившимися традициями. Это репертуарный театр, у нас огромный репертуар. У нас огромное количество спектаклей, да, уже наработано, поставлено. Они есть в репертуаре. У нас есть, что немаловажно, оперная труппа сформированная, очень много молодежи, причем с хорошими голосами, красивыми тембрами. У нас есть оркестр, 2 симфонических оркестра, духовой оркестр. Да. У нас есть хор, у нас есть балет. И, конечно же, мы проигрываем. Наш театр, он не имеет акустики театра, и мы много теряем. Вот даже я хочу сравнить, мы выезжали на гастроли буквально в сентябре, да, и в 2016 году мы выезжали, мы играли в Мариинский театре, в Большом театре, в Большом зале консерватории. И я услышал наш оркестр, наших солистов совсем по-другому. И нам, конечно, нужна акустика и филармония с хорошим акустическим залом, и, конечно, театр. Потому что мы очень много теряем. Вот оркестр даже у нас в яме находится. Я знаю, как это реально должно звучать в зале.
Но я знаю, какие потери, я понимаю. Даже пытаюсь где-то подзвучить контрабас, где-то какие-то инструменты, чтобы хоть как-то что-то там компенсировать. Вот. И, то есть эти нюансы у нас есть, к сожалению. Вот. Но у нас есть главное, у нас есть кадры. Вот. Нам нужны вот только вот эти вот 2 дворца, храма, филармония и театр оперы и балета. С хорошей акустикой современной, с хорошими возможностями. А есть у вас какая-то мечта, ну я не знаю, когда вы там в детстве хотели стать дирижером и не знаю, поставить какую-то оперу или что-то там, какое-то произведение? Ну вот как, я не знаю, как говорят, что каждый артист мечтает там Гамлета сыграть, да, ну, к примеру. Ну, у меня да, я стремился какое-то время продирижировать богему, это Пуччини, опера, да. Но, по сути дела, для дирижера это одна из самых сложных опер, это вершина, чтобы это продирижировать. Ну, я уже как ее продирижировал несколько раз, вот, я как бы стремился к ней. Вот сейчас у меня мечта Вагнера. Вот, Вагнера, ну, просто в нашем театре сейчас просто нет таких возможностей. Вот, а вообще такая моя мечта Вагнер. Спасибо вам Да, огромное. спасибо вам большое. Было интересно. Спасибо, взаимно, спасибо большое. Желаю обязательно поставить оперу, которую вы мечтали, Вагнера на сцене прекрасного нового театра. Да, спасибо большое. Пусть все получится. Это была программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.